الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодняшняя тема вааза – это путь, ведущий к раю. Путь, ведущий к раю. Иншаллах. Сейчас остальные тоже принимаем. Начинаем с хадис, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник». Будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник. Передает имам Аль-Бухари. Что имеется в виду? Значит, в этом мире, чтобы мы были как чужеземцы, да, или что путник, как мусафир. Вот давайте представляем мусафиру, который на остановке, да, ждет своего рейса, да, автобуса. И представьте, вот этот мусафир стоит на остановке и украшает вот эту остановку, да, значит, украшает остановку. Вы представляете? Украшает, да, клеит обои, да, все вот так украшает, да. Как вы думали? Люди, когда проходят мимо, что говорят про этого человека? Что он, что сумасшедший, да? Стоит на остановке и что? И да, ремонтирует, да, украшает остановку. И проходящие люди, если увидели, сказали, что это человек сумасшедший. Да, это человек сумасшедший. На самом деле в жизни таких сумасшедших очень-очень много. Я не говорю, что не мусульмане, да, даже среди мусульман таких сумасшедших среди мусульман очень много. Это те мусульмане, которые что не соблюдают религию. Говорят, что мы мусульмане, да, а что не соблюдают религию. Только занимается что мирским, да, только за богатство, только за украшение своего дома, который у него есть, да, машины меняет постоянно, да, всегда думает об этом мире. И не думает о ахирете, что у него что? В ахирете тоже будет дом, так ли? В ахирете у каждого человека тоже будет дом. Но где будет этот дом? Или в раю, или в аду, так? Больше нет места. Значит, каждый человек, каждый мусульман, когда умер, или он попадет в рай, или в ад. И там у него есть дом. Так ли? Давайте сейчас представляем дом. Значит, этого, да, мирского дома и дом ахирата. Да? Значит, дом этого мирского, когда люди начинают строить дом, надо зарабатывать, так ли? Надо деньги, надо, да. Кто-то берет долг, берет кто-то, да, и построит вот этот дом, который не является вечным. Понимаете? Это дом, когда-нибудь, что мы оставляем и уходим. А дом ахирата строится не в деньгах, так ли? Не в богатствах, а в поклонениях. Бесплатно строиться может, да, говорит. Намаз, который мы читаем, пост, который мы держим, все благие дела, которые мы совершаем, это есть что? Построение дома в раю. Да? Значит, дом, который находится в раю, не строишь, да, богатством, только строишь со своими благими деяниями, которые делаешь. Выполняешь фарзов, следуешь сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И таким образом, что у тебя будет дом в раю, иншаллах. И вот дальше хотел сказать про вот дела, да, которые приведут
нас в рай, да, в раю, к раю. Значит, дела, которые что приведут нас к раю. Какие эти дела? Значит, да, читаем несколько хадисов, из этих хадисов, да, видно, какие дела, значит, можно сказать, это путь, что направление к раю, да, какие дела. Первое, в жизнь верующий, вся жизнь верующей – это путь к Всевышнему Аллаху, и каждый верующий искренне надеется, что его пристанищем в Ахирате станет райский обитель. Так ли? Все верующие, все из нас, да, хотели, чтобы последнее, да, вот пристанище в Ахирате у нас, чтобы был это райский, да, обитель. Каждое благодеяние, которое мы совершаем в этом мире, мы делаем в надежде на довольствие нашего Господа, а благодеяниями проложена дорога в рай. Мусульманин стремится к благому и совершенству во всем, и мечтая о рае, он хочет достигнуть наивысшей ее обители Фердауса. Кто не хочет Фердауса? Все мы этого хотим, так ли? Но для этого надо делать. Милость Аллаха поистине безгранична, и поэтому каждый верующий может стать обитателем высшей степени рая. Каждый могут. Да? Всем хватает. Это не то, что да, кому-то не хватает или заканчивается, да, это места Фердаус. Да? Всем хватает. Всем. Но для этого надо стараться в этом мире. Так ли? Просто так человек не попадет в этом Фердаус. Конечно, что если человек что станет выполнять следующие благодеяния. Первое – это совершенствование нрава. Первое, да? Значит, путь, который приведут нас к раю, это что? Совершенствование нрава. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Я гарантирую дом в окрестности рая для человека, который избегает ссор, даже если он был прав». Да? Даже если он был прав, избегает ссор, оставляет ссор, да? То, что пророк сам сказал, что гарантирую, я гарантирую, это слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, я гарантирую. Это сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Второе, что и дом в середине рая для человека, который избегает лжи, даже если он шутил. Значит, что уже поднимается, да? Сначала окрестности был, потом пророк сам что обещает, гарантирует дом в, значит, середине рая для человека, который избегает лжи, даже если он что шутил. Да? И третье, значит, и дом в верхней части рая, и дом в верхней части рая для человека, который сделал свой характер хорошим. Для человека, который что сделал? Сделал свой характер хорошим. Наивысшее, да, место в раю. Это хадис к чему призывает? Чтобы мы усовершенствовали свой нрав. И пророк Мухаммад сам сказал, что кто, который, да, те, которые делают свой характер хорошим. Значит, из этого хадиса, что мы узнаем, что можно делать свой нрав хорошим, исправиться. Так ли? Если бы это невозможно было, то пророк Мухаммад сам так не сказал. Так? Значит, каждый человек, каждый верующий может что? Исправить себя, может что? Усовершенствовать своим нравом. А как можно это делать? Как думаете? Как можно усовершенствовать свой нрав? Ага. Как думаете?
Это следование пророка Мухаммада, да, изучение его жизни. Да, значит, следование сунны, то, что он делал. И когда изучаем жизнь пророка Мухаммада, когда изучаем жизнь сахабов, когда изучаем жизнь, значит, наших ученых, да, и оттуда мы берем что? Для себя уроки. Да? И будем что? Совершенствовать свои нравы, иншаллах. Вот. Самый тяжелый на весах судного дня окажется хороший нрав. Человеку, который совершенствует свой нрав, стремится жить в соответствии с Кораном и Сунной, обещан рай Фердаус. Значит, первое это что? Совершенствование нрава. Второй это беречь язык от грехов. Беречь язык от грехов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто будет оберегать то, что между губами, язык, да, и то, что между ног, тому я гарантирую, что он попадает в рай. То же, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что я гарантирую, да, тот человек, который оберегает то, что между губами, язык, да, значит, и то, что между ног, если он оберегает, то, иншаллах, что он попадет в рай. То же, что обещание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Причиной скольких бед и злодеяний становится неумение человека сдержать свой язык. Ислам учит скромности, сдержанности и благому во всем. За каждое слово человек понесет ответ в мире вечном. То, что мы говорим, слова, да, которые мы сказали, все эти слова будут что записываться. Хорошие и плохие. За хорошие, иншаллах, Аллах даст награду, за плохие, что будем отвечать в судный день. Верующий говорит только благое. Верующий говорит только благое, не причиняет вреда своим языком, ни себе, ни людям, избегая сплетен, злословия, ругания. Защита своего языка – это средство совершенствования нрава. Значит, защита своего языка – это что? Это средство совершенствования нрава. Значит, таким образом, когда человек может сдержать свой язык от плохого, то что он может усовершенствовать, да? Совершенствовать свой нрав. Сподвижники однажды спросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что больше всего способствует попаданию человека в обитатели ада. На это он сказал две части тела: язык и то, что между ног. Ахмад и Тирмизи, да, приводят этот хадис. Следующее, это третий, это бережное отношение к пятикратному намазу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто оберегал 5 обязательных намазов, совершая как следует поясные и земные поклоны, соблюдая установленное для них время, и знал, что это истина, предписанная Аллахом, то войдет в рай. И в другом версии хадиса говорится, что тому обязательный рай. Значит, что? Соблюдение намазов, пятикратных фарз намазов во время, да? Не то, что вот сейчас работу заканчиваю, потом читаю, да? И поэтому ученые сказали, если вы пропустили намаз фарз, занимая вот эту работу, да, вот эта работа для вас является уже харамом. Вот сколько зарабатывали в это время, которое уже намаз каза стал, да, намаз каза стал, вы зарабатывали сколько денег в это время, вот это, что
для вас уже является харамом. Поэтому, да, очень важно, чтобы пятикратные намазы читали вовремя. Четвертое – это совершение добровольных намазов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: какой бы мусульманин каждый день ради Аллаха не совершал в течение дня 12 добровольных, необязательных ракатов молитвы, Аллах обязательно построит ему дом в раю. Приводится Муслим. Что имеется в виду 12 добровольных ракатов? Это 12 сунна намаза, которые мы каждый день читаем. Да? Они являются сунна муаккада, который пророк Мухаммад постоянно читал. Поэтому сейчас есть такие братья, говорят, да, главное, что фарз, да, сунну можно не прочитать. Ну ладно, если у них были дела, да, вот после намаза ходишь, они на улице сидят, разговаривают, да. И вот хадис есть, да, что пророк сам говорит, что Аллах обязательно построит ему дом в раю. За что? За то, что он совершал вот это сунна намаза. А как мы, да, пропустим вот это сунна намаз? Если Аллах субхану что за это, да, построит дом в раю. Поэтому совершение сунна намаза тоже что? Да, они не являются фардом, они, значит, за пропущение этих намаз, может, что грех не будет. Но за то, что за совершение этих намазов, да, будет что? Дом в раю. Самый любимый перед Всевышним – это выполнение того, что Он сделал обязательным. А посредством добровольных актов поклонения верующий оберегает больше, верующий обретет или обретает больше довольства и больше любовь Всевышнего Аллаха, несмотря на то, что за оставление их не предполагается греха, проявление усердия в них, благо для самого верующего. Значит, важность сунны намаза, да? Следующий хадис, это, значит, следующий путь, да, это забота о сиротах. Забота о сиротах, да? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я и опекун сироты в раю будем близки друг к другу, как эти два пальца. Затем он поднял и что? Свои пальцы и раздвинул их вот таким образом, да? Значит, сказать, что мы будем таким близкими. Проявление милосердия и заботы к тем, кто остался без родителей, является очень ценным деянием перед Всевышним. В судный день высшей награды удостается те, кто в надежде на милость Аллаха проявлял милосердие по отношению к Его творениям, особенно детям, те, кто взяли на себя тяготы, чтобы облегчить жизнь другим. Значит, брали, да, сироты, воспитали. Значит, за это, значит, что будет такой награда, что он будет рядом с пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в раю. Это не трудно, так ли? Это не трудно, значит. Сирота очень много сейчас, так ли? Очень много. Значит, если хотим быть рядом с пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, можно что брать сироты воспитать. Да, сложности есть, да. Но вот эта сложность, которая в этом мире, которая проходит когда-либо, да, будет вечным для нас, что пользы в раю. И шестой – это построить мечеть. Да? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тому, кто построит мечеть ради Аллаха, для того Аллах построит дом в раю. Приводится в книге имам Ат-Тирмизи. Тому, кто построит
мечеть ради Аллаха, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. О чем здесь говорит? Ради Аллаха, не ради что-то либо заработать, да, или не ради что-то либо, значит, мирского, да, а ради Аллаха. И здесь говорится о искренности, да, что вот это мечеть ради Аллаха. Да, он построил, и что Аллах Субхану ва Тааля построит для такого, да, человека дом в раю. Воздвигнут дом Аллаха на земле, выделит из своих средств на благо другим, обеспечит большее количество людей местным поклонением Аллаху, непрерывное благодеяние, которое будет приносить верующим нескончаемую пользу в обоих мирах. За каждый намаз, совершающий в этой мечети, за каждую букву Корана, произнесению в этом доме Аллаха, верующий по милости Всевышнего удостоится многочисленных воздаяний, результатом которых станут сады Фирдауса. Мечеть, который построили, да, люди приходят, намаз читают, Коран обучают, да, и другие праздники, джума намаз, сколько людей, да, приходят. И вот за каждое слова, которые они читают в этой мечети, для человека, который построил эту мечеть, или стал причиной, да, строения этой мечети, или помогал, сколько он мог, да, значит, здесь не имеется в виду, что один человек построил сам одного, да, один мечеть, нет. Может, собирались несколько людей, да, может, сколько смогли, дали, или помогали построить, да, мечеть. Нет, у вас не было ни деньгах, не просто помогали, да, то, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля, что построит дом для вас в раю. Значит, еще раз, да, повторяем, дела, которые, значит, приведут нас к раю, это первое, что? Совершенствование нрава. Это улучшение нрава. Первый. Второй. Беречь язык от грехов. Ага. Третий. Бережное отношение к пятикратным намазам. Четвертый. Совершение сунна намаза, да? Пятый. Забота о сиротах, да? И последнее, построить мечеть. Вот это 6 дел, да? И, значит, это доступно, это можно делать, так ли? Поэтому вот это хадисы, которые совершали, пускай будут уроком, чтобы мы, да, брали из этих хадисов урока и что по мере возможности выполняли какого-то из этих хадисов. По мере возможности. Вот намаз, пятикратный намаз и сунна намаз, иншаллах, можем, да? Самый, значит, легкий, можно сказать. Но для этого тоже старание надо, чтобы, да, рано просыпаться, утренний намаз читать, да, и другие намазы. Вот. На этом мы заканчиваем. Субханака Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وادخلنا الجنة يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.